сегодня. Делать какие-либо прогнозы по рынку недвижимости в Якутске риэлторы не берутся. Ситуация стремительно меняется и разворачивается неожиданно даже для самих экспертов. Так, еще с начала спецоперации специалисты рекомендовали вкладывать наличные в недвижимость. Сейчас то, как сохранить капитал, не знает никто. Сейчас другой период настал, скажем, период неопределенности. Факторы, влияющие на недвижимость, на инвестиции, резко меняются. Сейчас на распутье гражданин, инвестор. Инфляция у нас целевая 4%. Осенью инфляция обычно традиционно всегда снижалась, а сейчас 14,4%. Между тем, говорить о том, что спрос на недвижимость в Якутске снизился, нельзя. Упала выдача дальневосточной ипотеки. Вторичный же рынок процветает, утверждают риэлторы. Мы тоже, как агентство недвижимости, заметили, что вторичный рынок сейчас стал даже более популярным, чем дальневосточная ипотека, где ставки ниже. Логику людей, конечно, можно понять. Да? Мы живем сейчас в очень нестабильной ситуации, когда люди просто боятся, что, возможно, эти новостройки не ведутся или будут строиться дольше, чем было указано. Да? И, соответственно, уже хотят брать, может быть, даже под большую ставку то, что уже готово. Спросом, как правило, пользуются малогабаритные квартиры, однокомнатные или студии. Цена за квадратный метр в новостройке сегодня колеблется в районе 140 тысяч рублей за квадратный метр. В августе удельная стоимость составила примерно такую же сумму. На рынке же вторичного жилья еще с начала года эксперты определяют падение цен. На рынке вторичного жилья примерно в однокомнатных старых домах можно приобрести до 5 миллионов. В зависимости от этажности, в зависимости от ремонта, в зависимости от локации дома. И в свежих домах примерно от 6. Так какая картина на рынке недвижимости в Якутске складывается сегодня? В начале 2020 года с вводом дальневосточной ипотеки и повышенным спросом на квартиры застройщика цены на первичку резко подскочили. Еще тогда стоимость квадратного метра составляла порядка 100 тысяч рублей и постепенно увеличивалась. В 2022 году рынок затих. Цены зафиксировались, спрос на первичном рынке упал. Зато поднялся на вторичном, где стоимость квартир сначала в 2021 году возросла, а уже в этом стала снижаться. В целом, с момента объявления частичной мобилизации спрос на рынке сократился на 15-20%. При этом активность покупателей пришлась на июль, август и сентябрь. Сарглана Неустроева, Иван Яковлев, Якутск.